На кадрах специалисты горного института высчитывают остаточное напряжение в горной породе. Это необходимо для того, чтобы определить ее качество и прочность. Изучая остаточные напряжения в породах, можно предотвратить тектоническое землетрясение. Чтобы использовать данное изобретение, значит, необходимо определенные капитальные затраты, например, бурение глубоких скважин, потом взрывание ядерных зарядов. И здесь нужно решать тоже вопрос. Это испытание ядерных оружия получается, а там имеется запрет. Сейчас вот этот запрет снимается. Здесь вот этот вопрос очень актуален для Японии, потому что Япония как раз вся территория располагается в сейсмоактивных регионах. Перед горным ударом и тектоническим землетрясением идет скачкообразная деформация. Именно она является причиной землетрясения. Это открытие сделали ученые Горного института нашей Национальной академии наук. В 2023 году они получили патент от Евразийского патентного ведомства. Открытие признано среди стран СНГ. Получили патент от Евразийской организации. Это солидная организация. Вот это вот наше изобретение называется «Способ предотвращения тектонических землетрясений». По словам доктора технических наук, хороших ученых в нашей стране много, однако им долгое время не уделялась поддержка со стороны государства. Ситуация изменилась в прошлом году, когда реформирование Академии наук началось с капитальной реконструкции ее здания. На эти цели было выделено 500 миллионов сомов. Вы все знаете, в этом году реконструировали здание Академии наук. Он не ремонтировался со дня его возведения. Сейчас там созданы наилучшие условия. Вся эта работа проводилась по инициативе президента Садыра Джапарова. А годом ранее глава государства поручил обновить закон о науке для того, чтобы научная сфера нашей страны вышла на совершенно новый уровень. В 2023 году полностью был обновлен закон о науке. Были введены новые термины и новые звания для научных деятелей. Этот закон можно считать современным и прогрессивным. Также был создан фонд науки. Отныне любое спонсирование ученых будет проводиться только через этот фонд. Это поможет систематизировать все финансовые средства и распорядиться ими эффективно. Обновление закона и капитальный ремонт здания Академии – это только начало в создании необходимых условий для развития науки. Как подчеркнул Садыр Джапаров, на открытии отремонтированной Академии наук планируется повышение заработных плат работникам Академии. Одновременно с проведением структурных реформ и требований достижения реальных результатов в науке я официально заявляю, что заработная плата сотрудников Национальной академии наук будет увеличена на 100% с 1 января следующего года. Как сообщили в Министерстве образования и науки, по указу президента уже ведется работа по увеличению зарплат научных деятелей страны. Это должно стать стимулом для реальных научных достижений, чтобы Национальная академия наук стала интеллектуальным флагманом страны не на словах, а на деле. Ахмер Нуртинова, Аймерим Назарова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР Бишкек.